За несколько лет в Назрани вырос целый северо-западный микрорайон, который горожане прозвали юбилейным. Его возведение приурочили к 25-летию Ингушетии. Напомню, первые из 7 домов ввели в эксплуатацию в прошлом декабре. Еще 2 открыли летом. В общей сложности, благодаря реализации ФЦП, новое жилье обрели 800 семей. Это вынужденные переселенцы из Чеченской Республики. Получился целый городок с детскими площадками и небольшим сквером, где царят гармония и спокойствие. А по соседству кипит работа. Здесь совсем другая картина. Большие машины возят строительные материалы. Бригады рабочих трудятся на всех этажах. Хоть и шумно, но такой большой стройки в микрорайоне только рады. Ведь в скором времени подрядчики обещают сдать сразу 2 объекта – школу и детский сад. Первая будет добротной на 704 ученических места. 3 этажа, 5 корпусов, спортивные и актовые залы, компьютерные классы, кабинеты, оборудованные для профильных предметов – химии, физики и биологии. Каждый корпус строят отдельно, это позволяет форсировать темп работы. Отопление, штукатурка, шпаклевка, можно сказать, уже завершаем. Где-то в начале мая мы начали строить. Уже до конца года мы должны завершить строительство. Строим стадион для детей, строим спортзалы, актовые залы. Все, что надо для детей, у нас есть. Что касается детского сада, то он рассчитан на 220 малышей. Здесь предусмотрено 2 корпуса и 3 этажа. Все коммуникации подведены. Сейчас рабочие заняты установкой окон, внутренними работами и облицовкой здания. На этом месте Героям России, главой Республики Ингушетия Юзбеком Андреевичем Евкуровым было дано поручение построить амбулаторию. И на этом месте у нас планируется открыть Почту России. То есть это город в городе. На последней пресс-конференции президент страны Владимир Путин отметил, что в России в целом за последние годы удалось переломить ситуацию с нехваткой мест в детских садах. А если быть точнее, эта цифра снизилась с 500 000 до 63 000. В ближайшем будущем акцент также будет делаться на создании мест в яслях, чтобы молодые мамы не засиживались в декрете. Цель в 2018-2019 годах обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования по этой категории. В планах создать более 326 000 ясельных мест. Тоже как цель для того, чтобы и поддержать семьи с незначительными доходами, и для того, чтобы улучшить демографические показатели. Работники образования давно отмечают, что возведение школы рядом с дошкольным учреждением – самое правильное решение. Это так называемый процесс преемственности образовательных учреждений. Воспитанники сада перейдут в школу, не выходя из привычной зоны комфорта, и смогут с первого дня полноценно включиться в образовательный процесс. Зарема Ивлоева, Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.